Президент Гамович, скажите, пожалуйста, почему вы такой бурный воинственный танец назвали «Северные Амуры»? О, это имеет историческое значение. Вот я сейчас вам покажу один рисунок неизвестного художника, который помог нам воскресить славные дела наших предков. Башкирские конники в составе русской армии участвовали в разгроме наполеонских полчищ. Несмотря на то, что они были вооружены самыми примитивными оружиями, как стрелы, лук, копья, и все-таки они наводили ужас на врага и добрались до Парижа. Парижане, видя их вот в этом обличии, назвали их «Северными Амурами». И мы, ансамбль народного танца, посвятили своей хореографической композиции «Северные Амуры» нашим крылатым жгитам чудо-богатырям. В репертуаре вашего ансамбля много ярких, самобытных башкирских танцев. Нас интересует история их создания. До Великой Октябрьской революции башкирский народ не имел своего профессионального театра и не имел своих музыкантов. Следовательно, и хореография народа не записывалась, никем не изучалась. Только благодаря Великой Октябрьской революции, благодаря великой ленинской национальной полиции, нам, башкирам, первопроходцу пришлось очень много путешествий, пришлось собирать этот разрозненный фольклор. Я был очень во многих селах, в многих деревнях. Изучая танец, я изучал и музыку, естественно. И, конечно, без нашего знаменитого волшебного курая мы не можем обойтись. Костюмы. Да, костюмы тоже. Мы очень бережно охраняем наши костюмы. Костюмы — это большое творчество народа. В костюмы вложена его фантазия, его порыв, его патриотические чувства. Вот я хотел бы сейчас вам показать один из танцев, который создан над ансамблем. Этот танец называется «Треножник». С этим танцем мы ездили в Бухарест и получили золотые медали, звание лауреата международного конкурса. Башкиры говорят «Эшталан таймас», то есть треножник не поскользнется, треножник не упадет, мир держится на 3 поколениях. Это молодость, страсть, порыв, это хозяин земли, крыш, сила, а это мудрость царов.
фиш-бармак. Чудесное кушанье. Приезжайте к нам в гости, вы убедитесь в этом. Зилара Аюпова, лауреат Всемирного конкурса в городе Вене, заслуженный артист республики. Заслуженный артист Российской Федерации Мухаммед Идрисов.
Париже бытует легенда о 7 красавицах. Они как близнецы похожи друг на друга. Скромны, застенчивы. Только раз они поднимут свои томные глаза. Эй, Джигит, берегись. Народная артистка республики Равиля Хазеева. Лауреат конкурса в городе Вене, народная артистка Хизбулла Зубайдуллина.
видеть журавля, священную птицу, большой грех. Наши джигиты ловкие, смелые конники. Они укращают диких лошадей. Но девичья красота покоряет их.
заслуженный артист Ратмир Багретдинов. Рашида Туйсина, Салават Давлетбаев, Анвар Вердин, лауреаты Всемирного фестиваля в городе Софии.
вам много приходится ездить. Расскажите, пожалуйста, о своих гастролях. Да, нам приходится много ездить. Мы, собственно говоря, мобильный коллектив, коллектив по колесам. Я вот не буду говорить, что мы всю Башкирию ездили. В Советском Союзе, наверное, нет уголка, где мы не были. В Москве, в Ленинграде, в крупных городах часто бываем. Но и нам пришлось и за рубежом быть. Например, нам посчастливилось участие во многих фестивалях кинематографической молодежи мира, где мы получили звание, еще раз лауреатство. Мы были в более 30 государств Африки, Азии и Европы. Особенно нам запомнилась первая наша гастроль за рубеж. Мы впервые выехали в Демократическую Республику Вьетнам. Президент республики, товарищ Хошимин, вручил нам почетный орден Труда Первой степени. И мы с гордостью носим этот почетный орден Труда Демократической Республики. Наш ансамбль – частый гость у хлеборобов. Вот они, у кого мы черпаем народные чувства.